Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях, ва ба'д. Исламское общество нуждается в духе симпатии и любви друг к другу, а самым быстрым способом для достижения симпатии является приветствие. Передают со слов Абу Хурайры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла тадхулюль джанната хатта ту'мину, ва ла ту'мину хатта тахаббу, аваля адуллукум аля шайин иза фа'альтумуху тахабабтум, афшу салама байнакум». Вы не войдете в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете любить друг друга. Так не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Распространяйте приветствие между собой. Приветствие не должно ограничиваться только между знакомыми, а наоборот, сунной является приветствие как знакомых, так и незнакомых людей. Сообщается, что Абдуллах ибн Амр, радийаллаху анху, сказал: один человек спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям: «Айюль ислами хайрун?» Какое проявление ислама является наилучшим? Он ответил: «Тут'имут ту'ама ва тaqрa'ус салама аля ман арафта ва ман лам та'риф». Лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь. И чем больше увеличиваешь слова приветствия, тем больше Аллах увеличивает награду. Сообщается, что Имран ибн аль-Хусейн, радийаллаху анху, сказал: один человек пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «Ассаляму алейкум». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: 10. Потом пришел другой, который сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: 20. Потом пришел третий, который сказал: «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: 30. Фраза «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату» состоит из 3 благопожеланий, каждая из которых является добрым делом. А за каждое доброе дело Аллах субханаху ва тааля пообещал награждать верующих в 10-кратном размере. Таким образом, в зависимости от того, что именно скажет человек, который приветствует другого, ему запишется совершение 10, 20 или 30 добрых дел. Практиковать эту сунну можно, приветствуя свою семью, приходя домой, приветствуя коллег на работе, заходя в магазин для покупок, соседей и в любых местах скопления людей. Вы найдете огромное воздействие этой сунны на ваши взаимоотношения с людьми, а вдобавок еще и получите огромное вознаграждение от Аллаха субханаху ва тааля. Тот, кто подчинится сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пойдет прямым путем, ибо Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ва ин тути'уху тахтаду». Если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. Ва саллаллаху ва саллама аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.